эфире информационная программа «Вести Саха», в студии Людмила Басыгысова. Здравствуйте! Основные темы выпуска. Падеглибард. В Якутске стартует первый этап приема заявлений в первый класс. Первая половина начинает прием заявлений уже 25 января, а вторая со следующего месяца. Спасти уникальные экспонаты. Краеведческий музей Верхоянска находится в ветхом здании. Музей Верхоянска уникален не только из-за своих экспонатов, но и благодаря энтузиастам, которые его содержат. Новые возможности. Алроса начала исследование запасов алмазов в трубке «Мир», аналогов которой нет. В смарт-библиотеке Якутска прошел День студента. Основной принцип работы такой библиотеки – непрерывное образование, развитие навыков и компетенций 21 века. В Якутске начинается первый этап приема заявлений в школы. Портал образовательных услуг начнет прием электронных заявок в субботу в 9 часов утра. Второй этап подачи заявлений от родителей начнется с 1 февраля. В этом году первоклашками станут более 5000 малышей. Хватит ли на всех парт, узнал Виталий Прокопьев. Чтобы отправить ребенка в первый класс, родителям нужно оформить заявку на прием. Это делается через портал образовательных услуг Якутии. А чтобы войти в личный кабинет, нужно ввести пароль и логин своего аккаунта в госуслугах. В Якутске и его пригородах 43 школы, где есть начальные классы. Первая половина начинает прием заявлений уже 25 января, а вторая со следующего месяца. Однако количество мест в классах не растет, в то время как учащихся становится больше. Такая проблема есть и в первой школе Якутска. Она находится прямо в центре города. К ней относятся 35 многоквартирных жилых домов. Здание построили еще в далеком 41-м, когда население составляло всего 50 тысяч человек. С тех пор все кардинально изменилось. Принимать детей стараются по максимуму, и все же мест хватит не на всех. Я, как директор, уже работающий много лет, наблюдаю за той картиной, что даже вот родители, которые фактически проживают на этой территории, к сожалению, не могут попасть в соответствии с федеральным законом об образовании в шаговой доступности. Сардана Сосина начинала свой трудовой стаж в районе. Затем она была вожатой в детском лагере, а теперь учитель готовится принимать первоклашек. И сейчас под ее крылом выпускники начальной школы. Мест в классе едва ли хватает. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Дети решают задачи по математике. Конечно, очень удобно то, что дети поступают в школу по пропискам, потому что они живут рядом. Это ребенку очень удобно по режиму дня. Мониторинг показывает, что более 5000 детей в этом году пойдут в первый класс. По плану всех учеников должны разместить. Для этого мэрия города делает все возможное, чтобы решить вопрос с местами. Рассматриваются варианты увеличения количества мест в классах, также дополнительно поиски дополнительных зданий для размещения первых классов в определенных школах. В этом году строительство школ не планируется, но скоро начнется возведение 2 новых образовательных учреждений. Одно из них будет располагаться в 203-м микрорайоне, а другое в Прометее. Родителям на заметку: для тех, кто не успеет устроить ребенка в школу по месту жительства, дополнительный набор во все учреждения начнется с 1 июля. Виталий Прокопьев, Иларион Федоров, Вести, Якутск. Пьяный мужчина угнал автомобиль в Нюрбинском районе Якутии. Сотрудники госавтоинспекции Верхневилюйского района во время патрулирования заметили угнанный автомобиль марки Toyota Corolla. Машина двигалась со стороны Нюрбинского улуса. На требования инспекторов остановиться водитель не реагировал и продолжал движение. Автомобиль был остановлен на 607-м километре федеральной дороги Вилюй. Пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД водитель оказался нетрезв. Для дальнейшего разбирательства водитель передан отделению ГИБДД по Вилюйскому району. Морозы ниже 45 градусов зафиксированы в более чем 20 населенных пунктах Якутии. Из-за низких температур в 5 районах республики объявлен актированный день для всех классов. Так, в Тампунском районе актированные дни введены во всех школах. Самая низкая температура, минус 55 градусов, зафиксирована в селе Тополиное. Также из-за экстремально низких температур занятия отменены для всех классов в Оленёкском и Момском районах.
Тысячи уникальных экспонатов остаются в тени. Им попросту не хватает места в Верхоянском районном краеведческом музее. Уже несколько лет сотрудники ставят вопрос о строительстве нового каменного здания. Достопримечательности, которые не выставлены в главном зале, посмотрел Дмитрий Макаров. Это кремниевое ружье. Ишевский завод 12 года. Это ружье, которому больше 100 лет, и еще с десяток уникальных оружейных экспонатов широкой публике еще не представлялись. Директор Верхоянского краеведческого музея показывает их нашей съемочной группе в качестве исключения. А вот когда их увидят посетители, пока неизвестно, вздыхает Наталья Габушева. Мы не можем как вам сказать, исполнить требования по лицензии, по хранению и по экспонированию. Дело в том, что главный корпус музея расположен в старом обветшалом здании. В некоторых помещениях и вовсе держится минусовая температура. Оно было построено еще в начале прошлого столетия и предназначалось совсем для других целей. В 30-х годах это холодный склад райпотребобщества «Холбос». Здесь были хозяйственный инвентарь, одежда. В 1990 году помещение отдали под музей. В этом заслуга местного энтузиаста Варвары Кириллиной, чье имя носит учреждение. Она собрала здесь обширную коллекцию экспонатов. Некоторые находки уникальны, например, фрагменты черепа Заргелия, предка современных овцебыков. Также много предметов, рассказывающих о богатой истории Верхоянья. Через Верхоянское зимовье, Верхнее Янское зимовье проходило более 20 экспедиций. То есть это был такой центр, через который Якутско-Верхоянский тракт проходил. Здесь отбывали и ссыльные, которые по нескольким направлениям. Всего здесь насчитывается свыше 14 тысяч экспонатов, но увидеть можно лишь 1/5 часть от собранной коллекции. На остальные не хватает площади. Уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости строительства каменного здания. В Министерстве культуры надеются, что вопрос сдвинется с места в ближайшее время. С этого года должна начаться реализация национальной программы по развитию арктических территорий. Мы очень надеемся, что те наши предложения, которые мы вносили, в том числе по ветхому состоянию фонда муниципальных учреждений культуры, будут поддержаны. А сейчас работники готовятся к 30-летнему юбилею музея, который будет отмечаться в ноябре. И говорят, что лучшим подарком к торжественной дате стало бы решение о постройке нового здания. Музей Верхоянского уникален не только из-за своих экспонатов, но и благодаря энтузиастам, которые его содержат. Им удалось создать одну из главных достопримечательностей самого холодного города страны. И именно поэтому сейчас важно сделать так, чтобы затраченные усилия были не напрасны, а история продолжала передаваться из поколения в поколение. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Роберт Набиев. Вести. Якутия. Алроса начала исследование запасов алмазов трубки «Мир». На борту карьера уже появилась первая буровая установка, способная бурить на глубину до 2 километров. Для этого пришлось привлечь нефтяников. Проект осуществляет Вилюйская геологоразведочная экспедиция. Именно ее специалистам придется подтвердить или опровергнуть наличие богатых запасов трубки «Мир». На объекте побывал Роман Муконин. Месяц ушел у подрядчика на то, чтобы подготовить площадку к масштабному исследованию трубки «Мир». Для этого была перебазирована на расстоянии 160 километров буровая установка с одного из нефтяных месторождений Ленского района. Только она способна бурить на глубину до 2 километров. Ночью 18 января произвели спуск буровой колонны, после чего были пройдены первые метры до месторождения. На данном этапе идет у нас бурение под секцию технической колонны. Забой 650 метров. Бурение продолжается. Используем модернизированное оборудование. Данная секция бурится со скоростью 20 метров в час. Разведку бурением предстоит вести в пределах водоносных горизонтов и мощных соленасыщенных пластов. Поэтому при планировании и проведении работ особое внимание уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности. Сегодня началось строительство одного разведочного ствола на глубину 900 метров, из которого затем будут пробурены 15 отдельных стволов, которые охватят глубокую часть трубки. Эти сложные операции позволят геологам Вилюйской экспедиции составить максимально точную схему месторождения. Параллельно будет вестись бурение 2 вертикальных скважин по периметру карьера. Мы определим структуру самого тела, то есть его форму залегания,
ну и также содержание и качество алмазов, которое будет у нас в руде. Помимо этого мы выполним и определим гидрогеологические и горно-геологические условия, которые потом лягут в основу проектирования нового рудника. Учитывая огромный объем работ, нефтяники пришли сюда надолго. Поэтому буровая представляет из себя целый промышленный комплекс, способный работать автономно многие месяцы. Контракт с «Алроса» для этого подрядчика первый, не связанный с нефтью, что обязывает их показать себя с лучшей стороны. Поэтому бурение идет круглосуточно с опережением графика. Пока все идет по плану, сложностей никаких. Работы на данной скважине спланированы до октября 2021 года. После чего начнутся исследования полученных образцов кимберлита. И уже в начале 2022 года геологи в ГРЭ смогут сказать, какие еще запасы хранит в себе легендарное месторождение. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». В Якутии продолжается профилактическое мероприятие «Тонировка». Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, нарушителю выписывается требование об устранении выявленных недостатков сроком на 10 суток, за неисполнение которого предусмотрен также штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест. Университет возможностей в смарт-библиотеке Якутска прошел День студента. В рамках мероприятия была проведена видеовстреча со студентами зарубежных вузов. На месте побывал наш корреспондент Фултен Валареса. В смарт-библиотеке сегодня ажиотаж. Владислав Спиров вместе с одногруппниками пришел узнать свои возможности как студента. Татьянин день ежегодно отмечается 25 января, но мероприятия стартуют задолго до этой даты. Я стараюсь ходить на такие мероприятия, потому что мне, как будущему журналисту, это очень сильно поможет в будущем, потому что мы должны узнавать все новое. Поэтому наш университет и эта библиотека, они большие молодцы, что проводят такие мероприятия. Здесь собрались не только студенты, но и школьники старших выпускных классов. Программа «Дня студента» насыщенная. Тренинги, мастер-классы и даже прямая связь с Лос-Анджелесом. Место встречи выбрано не случайно. Это не просто читальный зал с книгами, а смарт-библиотека, аналогов которой нет на всем Дальнем Востоке. Основной принцип работы такой библиотеки – непрерывное образование, развитие навыков и компетенций 21 века. В общем, все, что нужно для учебы. Университеты США, Китая и Чехии становятся ближе. Современный многофункциональный информационный центр позволяет провести телемост с зарубежными вузами. Организована видеовстреча и скайп-встреча со студентами из разных университетов мира. И школьники, и студенты могут узнать про различные программы, стажировки, и потом узнать информацию, и потом уже обучаться по этим программам. Кто готов поступить в отечественный вуз, пришли на встречу с ректором Северо-Восточного федерального университета. Анатолий Николаев ответил на все интересующие вопросы ребят и дал советы при выборе факультета. Любой ребенок – это своего рода талант, но мы должны найти его изюминку. Мы все прекрасно знаем, что алмазы, они все разные, но нужно найти, какую грань хорошо сделать гранью. Да? Не все это обычный классический бриллиант, но есть еще другие формы. Чтобы найти вот эту форму, мы должны знать, чем интересует ребенок, какие области нужно их открывать. Эти выходные пройдут под эгидой Дня студента. В течение дня учащихся, а также всех желающих ждут мастер-классы, спектакли и другие праздничные мероприятия. Притом для тех, кто предъявит действующий студбилет, вход свободный. Фултен Валареса, Василий Соловьев, Вести, Якутск. Чиновники, спортсмены и другие известные личности стали официантами. В одном из ресторанов Якутска прошел благотворительный вечер. Все собранные чаевые и деньги, поступившие от гостей ресторана, пойдут на лечение больной 4-летней девочки Евы Васильевой. Среди официантов волонтер Антон Васильев, председатель русской общины Якутии, руководитель общественной организации «Подросток» Александр Подголов, глава торгово-промышленной палаты Якутии, народный депутат Илтумен Владимир Членов и другие. Таковы вести к этому часу. Всего доброго!